Друзья, всем большой привет. Я понимаю, наверное, видимости ноль, но я смотрю, немножечко видно. Сегодня на календаре 5 декабря, время 2:30. Долго думал, ехать, не ехать, потому что с утра творилось черти что. Сильный снегопад, метель, сильный ветер. Сейчас вот ехал, в 4 местах деревья даже попадали, пришлось пилить, тоже задержался. Очень долго думал, но все-таки то, что вчера мы насадили свеженькими, крупными, живыми, живцами, гальянами, ну, блин, все не терпится узнать, попалось, не попалось, думаю, надежда есть. А сегодня-завтра не проверим, это все же посрывается, особенно я, если долго не снимать его. В общем, все-таки решился, сделал все свои домашние дела, пока дуло поливало. Вроде успокоилась, выехал, но сейчас опять же идет снег, ветер поднялся, ну и бог с ним, нам не привыкать. Не знаю, как видимость, но река до сих пор у нас открыта. Температура сегодня у нас минус 6 градусов, но так как все покрылось толстым слоем снега, как бы очень стало опасно на тех местах, где сильное течение может промывать лед изнутри. Лед был и так тонкий, сантиметров 5. Сверху выпал снег, скорее всего появится наледь и будет снизу, особенно где сильное течение, промывать. Возможно, будут промоины и очень-очень опасно. Как бы где были открытые места, я-то помню, я туда не полезу. Но даже те места, которые были закрыты возле лунок, как бы опасно. Ну, с Божьей помощью, надеюсь, все у нас получится. Ну а теперь что? Ноги в руки и потопали. Проверочка будет под фонариком, но она состоится. И раз мы уже здесь, значит проверка будет. Ну а раз вы смотрите эти кадры, значит все было хорошо. Поехали. Так, не знаю, как видимость. Вроде бы все нормально настроил. Вчера у нас дул южный ветер, сегодня северный. Поменялось с точностью да наоборот. И холодает, чувствуется, что северный ветер несет холод. И скорее всего по этой причине и навалилось столько снега. Здесь, вот как мы видим, на льду появилась вода. Вон, с лунок выдавливает, и это только еще начало. Сейчас этот снег будет давить, с лунок вода попрет, и весь лед будет сырой, пока не промерзнет. Так, приготовили 3 луночки. Смотрим, что нам даст свежие живцы, свеженаживленные, свеженасаженные живцы. Что нам дадут. Так, это у нас запас. Первая пустая. Сразу живчика уберем. Ядро. Ну вот. Первая у нас пустая. Ладно. Как мы видим, все живцы живые. Это хорошо. Так. Здесь у нас вторая тюрьма. Долго сегодня думал, ехать, не ехать. Вчера подустал тоже капитально. Хотелось сегодня сделать выходной, но все-таки упрямство взяло вверх. Так, что-то есть, что-то дергает. Что-то дергает. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Еще там что-то есть. Опа! Ха-ха-ха, Янскадан. Тут еще червяк был.
Вон, на второй палке сразу два язя. Один взял на червя, второй взял на малька, на свежего. Вон, и плотвичка там еще, не знаю, живая, не живая. Разберемся. Вон, малек сработал, ну и червяк тоже. Вторая палка, два язя. Посмотрим сегодня, сможем ли мы побить вчерашний рекорд. Пока у нас получается. С каждой проверкой у нас хоть не намного, но улов все больше и больше. Третья палка. Опачки. Ой, что это такое? Что-то есть. Что-то есть там хорошенькое, что-то дергает. Язь. Язь. Блин, вес какой казался. Ёршик. Ну вот. 3 палки. 3 язя. Отличный результат. Ёршик живой, никто его не взял. Энскадан. Вот так вот надо. Вот это по-нашему. Дай бог и остальные палки так сработают. Мы побьем вчерашний рекорд. Дай бог. Энскадан. Так, ну давайте посмотрим, что нам даст вторая тройка. Что-то есть. Что-то есть. Язь. Язенький. Вот красавчик. Работают. Гальяны-то у нас свежие. Он как заглотил аж. До самых до окраин. Вкусный. Вкусный совинский малек. От Энскадан. А ерша никто не берет. А налима нет. Налима нет. Ничего. Вчера он тоже сначала не было, а потом под конец появился. Дай бог, сегодня также будет. Ветер поменялся. Может, поменяется и улов. Нет, здесь пусто. Все перемены к лучшему. Все, что не делается, все к лучшему. Ну-ка, здесь язёк. Опа, что-то дернуло. Опа, опа, опа. Опа. Что-то дергает. Что-то тяжелое. Наверное, налим. Нет, язь. Это язь. Еще один язь. О! Парочка красавцев. А ёршика никто не взял. Ерша язь не едит, не ест. Вон какие здоровяки под килограмм, наверное. Вот это красота. Вот это Энскадан. О! Так. Вторая тройка нам дала. Вторая тройка нам дала тоже 3 язя. 6 палок. 6 язей. А красота. А Энскадан. А шандыбан. Несмотря на непогоду, ну не зря все-таки я поехал, не зря, как чувствовал. Завтра, послезавтра такого улова я уже мог не получить, потому что язь, чем дольше находится на крючке, тем больше шансов разбить ему губу и убежать. Но мы эту возможность ему не дали. Все получается пока. Красота Энскадан.
Третья тройка игроков в студию. Парам-парам-парам-парам-папам-парам. Ну, хрена лысого. Не всегда коту масленица. Разбежались на каждой тройке. Не бывает такого, чтобы был улов на каждой тройке. Таран-таран-та-тан-та-тан-тан. Тан-да-тан. Вроде бы кто-то дернул. Кто-то дергает. Опачки. Опачки. Я не понял. А, тут думал, на ерша что ли взял. Нет. Тоже, скорее всего, был малек. Так. Есть язык. Седьмой. Третья тройка тоже сработала. Таран-та-тан. Ну-ка здесь. Здесь никого. Здесь только один. Ну и на том спасибо. Смотрим дальше. Вон сколько вода упала уже. Вот, было здесь сантиметров 30 уже вода упала. За последние 3-4 дня. Так, вроде бы натяжка есть. Нет, показалось. Показалось. Малек живой. Здесь на глубине вообще плохо, что-то хуже и хуже. Чем глубже, тем хуже. Надо переставляться, но пока некуда. На реке и так опасно было. А теперь с этим снегопадом навалило снега. Вообще все полыни закрыло. Вообще стало опасно. Было опасно, стало очень опасно. Так, что-то здесь дергает. Это что-то, наверное, язык на последнем крючке. Красавчик. Вот такой вот красавчик, я бы сказал. Так. И одного малька свистнули. Угадайте, кто с 3 раз? Конечно же, язя. Язя на печоре столько, что налим, даже если есть, он просто не успевает. Хотя нет, есть же ерши вон. Ерши же я тоже насадил. Ерша язь не ест, а налима-то нет. Так что если бы мы рыбачили на ерша, были бы жиденьким уловом. Когда бы налимчик, может быть и нет. А так хоть язи кормят. Потихоньку, но в каждой тройке хоть один язда есть пока. Это здорово. Вон какие красавцы. Ах, ребрышки знатные будут. Валентина Васильевна сейчас приготовит вкусняшку. Скоро, возможно, поеду в город. Отвезу деткам тоже полуфабрикаты приготовленные. Ребрышки язя, фарш язя, Ромке, Лене. Пусть кушают. Печора всех накормит. Он сказал, поехали. Он смахнул рукой. Тянем палку, палочку. А язик он такой. Кто-то дергает, походу. Да. Дергает, хорошо дергает. Походу двое.
Раз. Нет. Он один хорошо дергал. Вот это дури у него. Он под килограмм, наверное. Так. Живчика сюда. Ну ладно, ладно, полезай сразу в кузовок к своим собратьям. О, красавелла. Так, куда я корыто-то несу? Мы это все еще будем наживлять потом. Просто, чтобы не тратить время наше и ваше, чтобы, ну, как наживляю, думаю, наверное, показывать не надо. Подплавник малька. Ерша начал пробовать за губу. Раньше тоже подплавник. Думаю, сейчас попробую, может, дольше так поживет. Наживляю, как отпускаю. Думаю, это действие умеет каждый. А вот вытащить пойманного езде, вот это приятно. А налима как приятно. До крупного. Да адреналинчик. Да здесь никого вообще. Пусто. Ну и ладно. Здесь пусто, где-то будет густо. Пошли наживлять. Так, где наш крючок? Приготовим на всякий случай. Случаи бывают разные. Черные, белые, красные. Зеленые и сопливые. Опачки, опачки, опачки. Так, здесь у нас пусто. Ну, а эта троечка что нам нарисует? Нарисуй налима. Не скупись. Нарисуй налима. Хрена лысого. А не налима. Нет на глубине налима, нет. Надо переставлять. А некуда. Не знаю. Ледостав, вроде бы он как есть. Вроде бы как лед не идет. Лед вроде бы стоит. Но столько открытых мест. И не ледостав, и не ледоход. Опа, это что тут? Что-то есть. Что-то есть. На последнем крючке. Яй! Хо-хо-хо-хо! Ёршик, иди гуляй. Язенький. Опачки. Полежи в сугробе. Вот. Еще +1. Сбился уже со счету. Ладно, потом посчитаем. Вчера было 16. 1 числа было 13. Посмотрим, сколько сегодня нарисует. Здесь есть, нет? Как думаете? Я думаю, есть. Хоть шуги не стало на палках, и то хорошо. Не, ошибся. Нету. Так, дотопали до первого участка. На глубоком участке поклевок больше не было, живцы целые. В общем, надо оттуда переставлять. Вон, дотопали, и сейчас покажу вам, друзья, вон, что осталось от полыни. Полметра шириной и метров 5-6 длиной. Даже не полметра, а меньше сантиметров. Ну, 40-50 где-то, наверное, да, полыня. И все. Остальное все затянуло. И от этой лужи, так сказать, проталины, пошла вода вот под снег. Все затопило. В принципе, если сейчас метели не будет, оно должно замерзнуть.
Но если заметет, то пипец. Давай, замерзай уж до конца все. А мы начинаем проверку на первом участке. На мелком. Вода упала здесь. Обмелела на полметра где-то. Но вчера мелкий участок порадовал налимом. Посмотрим сегодня, что он даст. Пока ничего. И что удивительно, даже живцы все живые. Так что рано мы радовались, что побьем рекорд вчерашний. Так, приготовил не 3, а 1 луночку. Будем проверять по одной лунке. Что-то силы начали кончаться уже. Подустал, что-то спину заломило. Так. Ну что, есть что-нибудь на первом участке? Нету, пока нету. Одного съели малька, второго съели. Что-то было. 2 мальков украли. Не знаю, порадует, не порадует нас первый участок. Вчера он под конец очень порадовал. Там на каменистом перекате и язи были, и 2 налима было. Сегодня пока тишина. Начало было сегодня хорошее, даже очень. Язи пошли сразу по 1, по 2 штуки. Потом что-то все затихло. Ветер утих, снег перестал идти, и язи перестали идти. Ладно. Посмотрим, еще не вечер. У нас еще есть участок на перекате каменистом, верхний ряд. Тут еще несколько палок есть, так что рано подводить итоги. Там. Так, здесь что-то есть. Что-то есть. Что-то дергает. Вот он. Что-то хорошо дергает. Или 2 язя, или налим. Натяжка хорошая. Раз. 2. 2 язя. Ну вот, я же говорю. Рано подводить итоги. Все может поменяться очень и очень быстро. Ох. Вот 2 язя. Если бы мы сегодня не поехали на проверку, по-любому бы один из них сошел. Осталось совсем немножко. Потому что один попал, второй вот закрутил. В идеале проверять, конечно, вот как весной, 2 раза в день, утром и вечером. Но зимой это хотя бы раз в день. Но завтра мы сюда не поедем. Завтра сделаем выходной. Так, язычки нас порадовали. Есть надежда теперь, что и здесь что-нибудь будет на соседней палке. А на соседней никого. Вот так вот. И мальки целые. Как так вот, а? На одной есть, на соседней нету. Что они парой ходят? Парами? Может быть. Что-то закрутило, завертело все. Что-то было. Да вроде пока что-то есть. Что-то идет. Язь! Язенький. Еще +1. Но до вчерашнего результата пока еще маловато. Да и налимов не хватает. Но еще не вечер. У нас еще верхний ряд целый есть. Там каменистый, где вчера налимчик был.
Может быть, и сегодня там что порадует. Вчера тоже думали сначала, что не догоним прошлый результат, а потом догнали и перегнали. Так что еще рано подводить итоги. Все может измениться. Так, ну что, остался верхний ряд. Первая палка возле берега. Продуктивная, которая работала хорошо, но походу уже все. Вода упала. Вон осталось сколько? Чуть больше метра воды осталось. И все. Давайте будем по одной палке проверять. Что-то устал малеха. О, спина уже не гнется, старость не радость. Ох, 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 ох. Вон, друзья, видите, да? Про что я вам и говорил. Снег навалил, и вот. Видно, да, вот. Как бы вода выступает, и снег ложится. И, возможно, на следующий раз здесь уже будет промоено. Вот раз, два, прямо рядом с палками. Я вот шел оттуда и сразу свернул, как это увидел. На течении, где снег может запросто промыть. Даже если лед толстый был 10 там сантиметров. Но вот сейчас вот я смотрю, сколько тут сантиметров льда-то осталось. Вот раз. Ну, сантиметров 5 как бы еще есть. Вон, смотрите, да, какое течение здесь. Блин, не на месте я в этом году рыбачу. Ох, не на месте. Там, где планировал, еще открыто. Тут пусто у нас. 2 живца целых. Одного украли. Туда еще не добраться. А здесь, на этом месте впервые, хрен его знает как, что будет. Может быть, зимой здесь открыто, может здесь промывает, блин. Походу оно так и есть. Ладно, будем осторожны. Так. Где налим? Вчера здесь был. Сегодня нет. Но одного малька тоже украли. Так, а здесь натяжечка есть. Здесь язычек есть. Есть язык. А походу хороший. А нет, налимчик. Хо-хо-хо. Налимчик. Шондибан. Я-то думал там язь, а это налимчик. Ну вот, Йенскаден все-таки сегодня нам тоже Бог дал налимчика на жареху. Такой же, как вчера, наверное. Чуть меньше второго. Первый-то заглотил. По самой не балуй. Так, тебя успокоить надо. Ладно, в общем, один налимчик сегодня все-таки есть. Так. И у нас осталось сколько? 2-3 палки. Так что, возможно, крупный налим еще будет. Ну, а насчет язей, поймаем, не поймаем мы, больше вчерашнего, будет видно. Так, налим обнадежил. Давай еще. Давай получше, давай покрупнее. Хрена с два. Но что-то было. Было, закрутило, он запутало все. И ушло. Было. Но ушло. Ага. Так, 3 палочки осталось.
Три палки, три палки. Так. Здесь что у нас? Что-то есть небольшое, натяжка. Налимчик, наверное, маленький. Да, живец. Иди гуляй. На трофейного. На выбор плотва, налимчик, гальян. Мимо точно не проплывет, если будет плыть рядом. Так, что у нас? Две палки осталось. Тикс. Предпоследняя. Ну, без натяжки. Вся надежда на последнюю палку. Вчера она отработала просто изумительно. Исключительная палка. Вот наша воронка. Вот наша турма. Ну, где там крючок? Приготовим сейчас все. Давай. Не скупись, Печора. Нет, сегодня здесь пусто. Вчера было 2 язя и налим. Сегодня здесь пусто. Вот так вот. И даже живцы все целые. Нет, последнего украли. Последнего живца украли. Ничего страшного. Цепляем. Так. Ловись, рыбка, малая велика. Сегодня, скорее всего, улов у нас будет поменьше. Так, ладно, этим мы займемся сейчас потом. Давайте, чтобы не тратить время. В общем, остатки гальянов уберем в садок. Так, ну что, подводим итоги. Вон сколько снега намело за день, за 2 дня. Вот такой вот один налимчик все-таки. Где-то грамм на 600, наверное. Ну, чуть больше полкило по-любому. Вот. И язей. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Как 1 числа. 13 язей и 1 налим. Вчерашний рекорд побить не удалось, несмотря на хорошее начало. Но тоже улов неплохой. Есть и жареха, есть ребрышки, будет фарш. Как-то вот так. Не зря приходили, если бы... Ну, не будем говорить, если пришли, проверили, и хорошо. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Завтра сделаем выходной. Отдохнуть тоже надо. Увидимся.